Якутия-24 продолжает акцию «Добрый февраль». К примеру, съемочная группа Ленского филиала нашего телеканала занимается решением вопроса, чтобы выделили средства для перепланировки санузла в квартире одиноко проживающей пенсионерки-инвалида. Сюжет Анны Кожевниковой. Людмила Иосифовна Жданова – человек с активной жизненной позицией, общительный и всегда позитивный. Но в 2017 году ее настигла беда. Она потеряла обе ноги. Это последствия сосудистого заболевания. В 2017 же Людмила Иосифовна похоронила мужа. Все бы ничего. Она человек старой закалки и не привыкла пасовать перед трудностями. Что плакать-то? Живы, да и ладно. Люди хуже живут. Мне-то что? С утра уже прибежали ко мне. Людмила Иосифовна даже балует всех соседей собственной выпечкой. И с их стороны без внимания не остается. Людей вокруг хороших много, признается женщина. Все помогают. Вчера он картошку привезли. Ванюшка больной занес мне ее. Ну, инвалид. Все время бегает. Тетя Люда, чем помочь? И тетя Люда его кормит. Ну что, свои же люди. В соцзащите о трудностях Людмилы Иосифовны знают. Приходит к ней и женщина-соцработник, чтобы помочь по дому. Жданова Людмила Иосифовна у нас обслуживается с 24 декабря 2018 года, чуть более года. Ходит к ней социальный работник, взяли по заявительному характеру. Передвигается она по квартире при помощи технических средств реабилитации, коляска, значит, испытывает трудности, конечно, при выполнении гигиенических услуг. Поэтому социальный работник Ольга Васильевна Перервенко чем может, тем помогает. Сейчас нуждается она в том, чтобы ей облегчить ванную комнату или что-то, чтобы ей была возможность хотя бы частично себя обслуживать. Сегодня же попасть в собственный санузел и ванную комнату Людмила Иосифовна не может. Невозможно въехать мне туда. Я не же перегорожена. Так бы было хоть и вместе. Поэтому ко мне все время люди и бегают. Раз бабку забросят, позвоню соседей. Помогают, да? Конечно. Я им помогаю, а они мне. А произвести такие масштабные работы тут общественной помощью не обойтись. Во-первых, надо получить разрешение у городской архитектуры. Главный архитектор рада посодействовать человеку в такой трудной ситуации, но необходимо подготовить проект. Это первоочередная задача, за которую взялась наша съемочная группа. Далее надо найти финансовую возможность. Оплатить ремонтные работы могут в рамках социальной программы, как сообщили нам в районной администрации. Начиная с этого года мы еще мероприятия реализуем те, которые были у Управления социальной защиты населения. То есть теперь все у нас здесь, что называется, в одних руках. Сумма прописана не более 50 тысяч рублей. Нет в многоквартирном доме и пандуса. Сегодня мы от Ленского филиала НВК «Саха» подготовили письма в адрес ведущих компаний недропользователей с просьбой об оказании материальной помощи и будем добиваться решения этой проблемы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.